На часах почти полночь. Самолет рейсом Стамбул-Казань приземляется. На его борту татарстанские паломники, некоторые в обрядовой одежде. Это первый хадж за последние 2 пандемийных года. В этом году вознести молитвы из святых мест смогли 810 мусульман из Татарстана. По миру 1 миллион человек. Это стало возможным благодаря переговорам нашего президента с властями Саудовской Аравии на заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Рустам Минниханов попросил власти пустить паломников, вакцинированных спутником ВИ. Хочу поблагодарить Министерство здравоохранения. Врачи очень хорошо отработали. Были случаи, когда была нужна их помощь, они на достойном уровне себя показали. Затем хотелось поблагодарить особенно команду Думерта Хаджа. Они прекрасно организовали все в этом году. Гора Арафат. Стояние на горе Арафат, забивание камнями сатаны, жертвоприношения. Обряды хаджа не меняются, но всегда меняется внутреннее состояние паломника, уверен Марат Хазрат Марданшин. Он пилигрим с 20-летним стажем, привез самое ценное – святую воду Замзам. То, что малое количество в Мекке людей, малое количество мини в Муздалифе на Арафате позволило в более комфортных условиях, можно сказать, проводить это время. Саудовские власти ввели в этом году много новшеств. Это тоже улучшилось питание, улучшилось место проживания, улучшились трансфер. Хадж наполнил духовно уверенные паломники. Лябиб Лерон всю поездку вел дневник. Теперь хочет написать книгу. Были и те, кто святые места посетил впервые. Надеюсь, если будет возможность, я поеду и следующий год с женой обязательно. Я впервые совершила хадж, духовно обогатилась, привезла из хаджа Замзам святую воду. Уже на родине, в международном аэропорту Казань, каждый паломник получил памятный подарок – сувенирную кружку в память о хадже. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.